Каким стал Ленский район Якутии за последние 5 лет? Он стал лучшим. И это может подтвердить любой житель муниципалитета, будь то горожанин или человек из села. Это же подтверждают республиканские показатели. Ленский район вот уже несколько лет занимает первое место по эффективности деятельности органов местного самоуправления среди всех 36 муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Значимые изменения произошли с 2017 по 2022 год под руководством главы Ленского района Жумарта Абельманова. 6-9 апреля запланирован пресс-тур республиканских и улусных средств массовой информации Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Саха-Печать» в Ленский район. Накануне этой поездки мы пригласили в студию «Улус-Медиа» главу Ленского района Жумарта Абельманова. Добрый день, Жумарт Жаксалыкович. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Мне хотелось начать наше интервью с личного вопроса. Мне еще не доводилось бывать в Ленском районе, поэтому что вы мне посоветуете посмотреть, посетить в первую очередь во время этой поездки? Я думаю, чтобы понять вообще уровень жизни района, посетить и топ образования, и школы, и, скажем, наши, наверное, спортивные комплексы, наше сельское хозяйство. Фактически мы стараемся развивать все направления, наверное, комплексно, да, каждое направление, что связано, скажем, по крайней мере, первые 5 лет моего, скажем, управления районом, была ставка сделана именно, в первую очередь, на доп. Образование и школьное образование, да, учреждения. Поэтому второе направление, когда как бы мы комплексно шли в развитие, это развитие сельского хозяйства. Наверное, большое внимание было именно развитию сельских поселений, да, обязательно в первую очередь, потому что на самом деле, когда я раньше в поселениях мало бывал, а перед выборами, когда ездил с агитацией, я понимал, что совсем уж плохо в деревнях ситуация. Я понимал, что обязательно, чтобы люди в деревни возвращались, чтобы молодежь возвращалась в деревни, надо заниматься именно поселениями, поднять уровень жизни, интереса жизни в поселениях. Поэтому программа развития хозяйства тоже была, наверное, тоже одной из приоритетных. В первую очередь мы привели полностью в порядок все наши структурные подразделения, школы, садики отремонтировали, упаковали мебелью, оборудованием. Соответственно, постарались создать для наших, скажем, преподавателей максимально комфортные условия. И вот, наверное, Ленский единственный район, где полностью все связано с детским образованием, доп. Образованием, 100% бесплатно. Все секции, кружки, прокаты, все, что связано с воспитанием детей, на 100% бесплатно. Для меня это важно было, чтобы дети больше всего ходили в кружки, общались, дружили друг с другом, поддерживали друг друга. Потому что другого формата объединения я пока не видел. Хотя бы вот именно за счет вот этих, скажем, наверное, общественных пространств, где дети общаются, хотя бы понять, чтобы люди понимали друг друга, видели друг друга, поддерживали друг друга. Это было важно. Вот я когда пример проводил, наверное, года 2 назад, где-то в субботний день, после обеда поехал на горнолыжку покататься. Еду, смотрю, километра за 2 до горнолыжки, там молодежь пешком идет, человека 3-4. Я понимаю, что они идут на горнолыжку, спрашиваю, пацаны, вы куда? Мы, говорит, на горнолыжку, там 2 девчонок, 3 пацанов. Я их подвез, спрашиваю, кто такие? Мы, говорит, вот студенты техникума, валялись, скучно, нечего делать, решили поехать на горнолыжку покататься. Я обрадовался, вот как плоды моего труда, да, вот дети же не пошли пить пиво, а пошли, зная, что горнолыжка бесплатно, там лыжи, подъемник, все бесплатно, они просто собрались поехать на горнолыжку, покататься на лыжах, получить удовольствие. Вот эти вещи, они имеют какой-то определенный уже свой эффект. То, что касается скажем, наших сельских поселений, да, я понимал, что в деревнях остались одни старики. И когда я спрашивал молодежь, вот что надо, чтобы вы сегодня возвращались в деревню, начинали жить в деревнях, в поселениях, что вам нужно? Они мне первую задачу, я даже засмеялся маленько. Они говорят, нужен хороший интернет. Первое, что я говорю, все хорошо, ребята. Да, мы заключили контракт большой с Ростелекомом, мы фактически в течение 2 лет все оптоволокно завели во все наши поселения. Сейчас только нету 2 поселений удаленных, мы сейчас отрабатываем это талон и Нялы, да, в которых нет оптоволокна. Но я думаю, что в ближайший год мы этот вопрос решим. Мы также запустили программу именно
ремонта ветхого жилья, вот если, скажем, в больших городах есть, скажем, программа переселения, есть ветхого жилья, да, то в поселениях такой программы никогда не было и не будет. Мы приняли районную программу ремонта ветхого жилья в поселениях и выделяли в среднем ежегодно, скажем, ну вот, грубо говоря, в каждом поселке ежегодно мы ремонтируем где-то по 5 домов для наших это многодетных, малоимущих, там, ветеранов, пенсионеров, одиноких людей. И вот мы за 5 лет порядка 370 домов в поселениях откапиталили. 370 домов? 375 домов. Фактически сегодня у меня в поселениях ветхого жилья просто уже нету. Мы всем нашим сельским поселениям полностью все эти ремонты произвели за счет бюджета района. 100%. Также у меня, по сути, во все поселения ходят маршрутные автобусы. Был случай такой, после выборов ко мне приехал поселок Чемча, от Ленских километров, наверное, 45 всего. Приехали ко мне, приехал друг поздравить с победой. Посидели, поужинали, я говорю, Лешка, я тебя сейчас поужинаю, потом я сам тебя домой увезу. Пока с ним ужинали, еще друзья подъехали поздравить. Я говорю, Леша, давай, говорю, мне тебя не получится, я тебя закажу такси, оплачу, пусть тебя такси увезет, зачем через 40 километров. Спускаюсь с ним, взял 500 рублей, думаю, что, 40 километров, 500 рублей, наверное, хватит. Спустился, таксист дает 500 рублей, говорит, с вас еще 1700. Я так на нее смотрю. Ну, я, конечно, обматерил его, говорю, как такое возможно? Я говорю, 40 километров расстояния, тебе хочешь сказать, что до Чемчи билет стоит 2200, он говорит, ну да, мы такой цене едем, я говорю, что, с ума сошли, там одни старики, у них пенсия 12-15 тысяч, откуда такие тарифы? После выходных собираю таксистов, предпринимателей, говорю, ребята, давайте так, давайте приведем цены в порядок, ну это же абсурд, вы до Мирного вы ездите за 3240 километров, а до Чемчи 40 километров возите людей за 2200, да? Как это? Откуда такие тарифы? Откуда вы все взяли? Я говорю, Мазал Клыч, если ты стал главой, придумаешь нам условия, там, тарифы регулировать или что-то, ну это частный бизнес, мы как хотим, так и работаем. Но я не стал спорить, я сказал, ребята, у вас есть 2 недели, привести тарифы в порядок, если нет, будем по другому пути пойдем. Через 2 недели тарифы не поменяли, соответственно, я даю команду, закупаем мы новые автобусы, и во все поселения запускаем маршрутные автобусы. Есть у меня предприятие «Гранит» муниципальное, которое занимается перевозками городскими, межселенными и содержанием зданий и сооружений наших бюджетных. Соответственно, сейчас до Чемчи билет стоит, по-моему, 80 или 100 рублей. Вместо 2200. На сегодняшний день у нас во все поселения ходит маршрутный автобус, фактически мы людей уже эту проблему сняли. Также мы во всех поселениях строим современные фермы, поддерживаем молодежь, создаем малые предприятия именно на сельхознаправлении. Сегодняшний день у меня поселение отток прекратился. В сегодняшний день, если в городе еще отток небольшой есть, то в поселениях у меня пошел, наоборот, прирост. Поэтому сегодня я надеюсь, что молодежь должна возвращаться. Вот сегодняшний день мы запустили опять муниципальную программу, по которой мы каждый год выделяем, начиная с 2022 года, 2023 год, выделяем каждому поселению деньги на строительство 2 домов частных. Но это есть проект дома, типовой для всех поселений. Дом где-то 80 квадратов, полностью уже с туалетом, душем, септиком, с электроотоплением на первое время. И я понимаю, что наша молодежь, которая возвращается, студенты, педагоги, медики, да, там, специалисты узкие, конечно, после города, после комфортных условий никто не хочет печку топить, носить лед, да, соответственно, поэтому, чтобы молодежь сейчас возвращалась в наше поселение, надо, чтобы обязательно были созданы хотя бы элементарные комфортные условия. Да, сегодня интернет есть, мы сейчас строим клубы, делаем благоустройство, дороги в поселках все нормальные, практически осталось немного подработать. Я думаю, что у нас поселения обязательно должны возродиться, однозначно. Ну вот так коротко, что с нашим поселением. То, что касается, скажем, вот, я тоже, наверное, собирал всех наших животноводов, спрашивал, ребята, почему сегодняшний день у нас в Ленском районе полгода почти нет? Что вам нужно, чтобы вы начали заниматься сельским хозяйством? Вот что вы хотите, какую помощь вам требуется? Скажите, мы сядем с вами, отработаем. Мне говорят, что вот очень низкий закуп молока, тогда 20 рублей за литр был. Нам невыгодно этим заниматься, нам просто, ну, это себе в убыток, да, по сути говоря. Я говорю, хорошо, ребята, какая вам цена нужна? Вот мы потом собрались коллегиально, там фермеры, животноводы, наши экономисты, сельхозуправление, и выработали, вот цена, если будет 80 рублей, а мы, люди говорят, мы готовы заниматься. Все хорошо, договорились. Мы запустили программу, выделили из бюджета района дополнительные деньги на сырое молоко заготовителю.
И, знаете, скажу, что у нас сегодняшний день сельскохозяйство реально развивается. Поголовье увеличивается, желающих заниматься сельскохозяйством уже тоже в разы увеличилось. Вот есть у меня предприятие «Артык» в поселке Бетинчак, которое 5 лет назад мы выделяли деньги, Минсельхоз помогал, федерал, они построили большой коровник. И там кооператив, и это 16 пайщиков. 16 пайщиков в этом кооперативе, там, скажем, 4 молодых, 2 семьи молодые пайщиков, остальные все уже пожилые взрослые люди, да, от 60 до 70 лет. Вот они только на сыром молоке, только на сдаче молока заработают год 28 миллионов. Только на сдаче сырого молока. Это с самого начала организации, это абсолютно прибыльное предприятие. Сельхозпредприятие. Когда говорят, что сельхозпредприятие убыточное, я в это не верю. Вот у меня мое Батамайское, предприятие Батамайское, 2021 год закончилось прибылью 23 миллиона. Поэтому сегодня мы понимаем, что первоначальный толчок нужен для всех производителей. И сегодня, соответственно, мы, наверное, с бюджета района выделяем постоянно скажем, немало субсидий для развития сельскохозяйства, для развития индивидуальных предпринимателей, для личных хозяйств, для организованных хозяйств. Это на самом деле суммы не маленькие, но мы же не даем, просто это бесплатно, соответственно, мы регулируем цены. Вот сегодня приезжало недавно, скажем, агентство, по-моему, пищевых технологий, в Ульяновске смотрели наши предприятия, они, конечно, были удивлены и довольны, что действительно, что такие серьезные у нас и новый молокозавод, и новые фермы, и новые убойные цеха. Их удивили наши цены местной продукции в магазинах, да. На самом деле сегодня молоко, стоит литр молока натурально стоит 84 рубля. Масло сливочное стоит там 650 рублей. Мясо мы держим в пределах 450 рублей килограмм свежего мяса. И они говорят, сегодня, если брать, уже во всех почти по всей Якутии в среднем мясо, говядина от 600 до 700 килограмм стоит. Масло сливочное везде уже 1400, у нас оно 650. И мы работаем, и эти цены, не то, что мы там занизили цены, мы работаем абсолютно достаточно прибыльно, без убытков, на самом деле. Это цены, которые пока мы можем у себя держать. И тем более, я в своем решении в этом году все наши местные продукции, по крайней мере, оставил в пределах 2022 года. 2023 год мы цены на всю продукцию заморозили. Для меня важно, чтобы наше население, наше подрастающее поколение, наши школы, садики ели экологически чистой продукции. Обязательно, чтобы наша цена была доступна максимальному количеству людей, пенсионеров, ветеранов, пенсионеров, чтобы они могли зайти, купить свежий кусок мяса, купить хорошую продукцию местную. Поэтому для нас важно все-таки, наверное, как мы всегда говорим, здоровье нации, экологически чистая продукция. Поэтому все-таки я думаю, что в ближайшее время развитию сельскохозяйства будем всегда уделять большое внимание, обязательно. Давайте теперь о больных вопросах. Какие 3 серьезных, наболевших вопроса предстоит решить руководству района в этом году? Ну, давайте, наверное, самый головной больной вопрос, не только во всей республике, во всех районах, это все-таки, наверное, здравоохранение. На самом деле, это самый больной вопрос. На самом деле, 5 лет назад, когда я пришел, мы приняли муниципальную программу здравоохранения, по которой ежегодно наши центральные районные поликлиники выделяли 30 миллионов живых денег и помогали еще дополнительным квартирам. Вот за 5 лет существования этой программы мы в нашей районной поликлинике выделили 150 миллионов живых денег. Потом где-то на порядка 40-50 миллионов сделали ремонтов в учреждениях нашей поликлиники. И выделили за 5 лет 18 квартир для специалистов, привлечения специалистов в нашей больнице. Сегодняшний день у нас, да, поменялся руководитель нашей поликлиники. Сейчас пришла очень активная, интересная женщина, которая болеет душой за здравоохранение. Я думаю, с ее приходом все-таки должно что-то поменяться. Приезжала недавно комиссия, по крайней мере, Минздрава, приезжала сама министр здравоохранения. Лена Николаевна дала очень, скажем, наверное, хорошую оценку именно на сегодняшний день состояния нашей поликлиники. То, что закуплено очень много оборудования достойного, что сегодня больница, она, в принципе, в неплохом состоянии. И тем более у нас недавно, по крайней мере, денька 3-4 назад, скажем, есть предприятие Роснефть Восток, которое взяло на себя обязательство, отремонтировало наше хирургическое отделение. Да? Они вложили порядка 63 или 64 миллиона денег, собственных средств, и полностью отремонтировали все хирургическое отделение. На самом деле сейчас у нас осталось еще, по крайней мере, больница, наверное, в плохом состоянии, это родильное отделение, но я принимаю решение, мы на уровне района, мы в этом году выделим деньги, сейчас мы ее осмечиваем,
И за счет бюджета района мы приведем в порядок полностью родильное отделение в этом году. И с учетом этого ремонта больница будет полностью у нас уже отремонтирована на самом деле. Скажем, из министра здравоохранения, чтобы они постараются в этом году нам обязательно найти и направить в Ленинский район узких специалистов. На самом деле сегодня не хватает, наверное, медиков. Очень большой объем нехватки. У нас на 9 ставок терапевтов работает всего 2 терапевта. 7 человек просто практически нету. 2 терапевта, конечно, я понимаю, что там постоянно очереди, жалобы людей, не хватает узких специалистов, лоров, дерматологов. Офтальмолог приезжает в Жуканское, работает, пока вроде справляется. Но по сути, скажем, нехватка узких специалистов, она на самом деле очень тяжелая. Поэтому, если в ближайшее время проблему, скажем, именно по специалистам мы снимем, я думаю, что проблема здравоохранения в Ленинском районе, она, соответственно, сойдет на нет и будет, думаю, что будет работать достаточно положительно и эффективно. Ну и для меня, наверное, как для всех руководителей всех районов, он самый, вот как красной полосой спереди, это как бы кадры, кадры, кадры. Это любое направление. Мы берем с вами или здравоохранение, или образование. Сегодняшний у меня в районе 106 педагогов, которым 65+. Если они сегодня начнут уходить на пенсию, у меня будет провал в образовании. На самом деле, сегодня мы ищем, мы фактически запустили нашу районную программу, по которой порядка 45 мест даем бюджетных для обучения тех специалистов, которые нам нужны. Соответственно, у нас, по крайней мере, есть класс Роснефти, который, скажем, Сургутнефтегаз выделяет, скажем, финансирование на 30 бюджетных мест, они оплачивают полностью. Обучение в институте, платят стипендии, и люди должны после окончания вернуться работать, скажем, в структуру Сургутнефтегаза. Но из-за того, что люди на этот объем не идут, они нам уже в 2022 году выделили 30 мест, дали 10 мест на бюджет района, выделили на наши профессии, которые нам необходимы. Поэтому сегодняшний день вроде и обучение идет, людей набираем очень сложно, дети многие, скажем, не хотят возвращаться. Сегодня у нас элементарно вот город, промышленный город, у нас не хватает водителей, элементарно водителей, слесарей, автоэлектриков, обычных электриков, агрегатчиков, узких специальностей, обычных технических просто их нету. Их, вот я сейчас старики уходят, и кто завтра это будет делать, я даже не представляю. И поскольку наша газета по социальной тематике, мы не можем обойти вопрос о инвалидах. Вот какая работа ведется по социальной адаптации и реабилитации инвалидов? Ну, наверное, это очень сложный вопрос. Если вы смотрели, мы в декабре 2022 года полностью дали нашим обществу инвалидов и слепых, отремонтировали, шикарный офис дали, большой офис. У них сегодня есть свой дом. В ближайшее время, где-то до начала апреля, мы тоже отремонтировали современный большой зал заброшенный, делали хороший ремонт и делаем зал для адаптивных видов спорта для инвалидов. У них будет свой спортивный зал, закупили машину для перевозки колясочников. Соответственно, 2-3 раза в неделю они уже выделены инструктора для работы с ними. Я думаю, что в этом году, по крайней мере, с конца апреля наши инвалиды начнут посещать наш зал, заниматься спортом. Соответственно, будем вытаскивать уже, скажем, именно, чтобы маленько, чтобы внимание, потому что на самом деле вот этот кластер, он у нас, честно скажу, наверное, был маленько все-таки забыт. На самом деле, с инвалидами этого никто не занимался. Поэтому я думаю, что с этого года эта работа, наверное, более-менее жестко начнется. Но я говорю, сейчас в апреле мы тоже в прошлом году приняли решение, сейчас отремонтировали заброшенные помещения, делали хороший современный ремонт, закупили полностью оборудование для инвалидов. Сейчас я думаю, что в апреле месяце они уже будут иметь свой спортзал, будем их заниматься их перевозкой. Соответственно, сейчас планируем создавать для них рабочие места, будем искать варианты, где можем привлечь, на какие пути решения. Но сегодня острая нехватка кадров, она стоит жестко. Если где-то можем какой-то кадровый вопрос, скажем, за счет наших инвалидов, сейчас будем заниматься все-таки обучением, приглашать будем заниматься и обучать их на какой-то необходимой профессии, которые они могут сделать. И, соответственно, их трудоустраивать также. У нас 2 центра реабилитационных, скажем, это детские и взрослые, достаточно, если приедете, вам покажем, они на самом деле очень хорошего уровня, хорошего достойного состояния. И там люди там находятся, что взрослые, что дети находятся, наверное, с удовольствием. Когда Андрей Владимирович Тарасенко приезжал, я ему показывал наш детский реабилитационный центр, в который мы полностью выделили здание, сделали там хороший ремонт, поставили всю мебель,
Он сказал, что таких центров он, в принципе, ну, нигде не видел. Именно такого детского центра, такого современного, он просто нигде не видел. Остался очень доволен. Заинтриговали. Заинтриговали, конечно, обязательно да, посетим. да. Все говорят, что в Ленске много денег. Да нет в Ленске много денег. Мы просто считаем каждую копейку, каждый проект рассматриваем, сметы пересматриваем. Сам залажу сметы, проверяю, смотрю, спрашиваю, почему здесь дорого. Давайте поменяем или переделаем. Что, ну, я не экономлю просто ради тупой экономии. Я просто понимаю, что каждая копейка дается с трудом. Мы понимаем, что лишних денег никогда не бывает. Просто я каждую копейку хочу, чтобы она несла какой-то определенный эффект. Я понимаю, что в сегодняшний день не каждый проект. Есть проекты, скажем, достаточно, скажем, прибыльные, да, есть проекты, скажем, которые абсолютно убыточны, но эти проекты имеют хороший социальный эффект. Понимаешь, мы не должны, скажем, проекты получать, ждать только огромной прибыли. Да, есть проекты, которые реально убыточны, но они дают огромный социальный эффект. Их тоже надо претворять в жизнь. От этого мы никуда не денемся. Ну, коли речь у нас пошла о деньгах, есть такой вопрос. Можно ли, вот как на ваш взгляд, можно ли эффективность работы органов местной власти ставить в жесткую зависимость только от уровня финансирования? Или здесь играет роль еще что-то? Вот поделитесь формулой успешной работы вашей команды. Ну, давайте так. Мы, наверное, все-таки сможем, надо все зависит, наверное, от того, как правильно ставить приоритеты. На самом деле, вот есть вещи, которые, может, некоторые вещи, которые, я считаю, не горят, да. Вот для меня важно было все-таки, в первую очередь, 5 лет назад, пока у нас были дивиденды Алроса, пока мы получали дивиденды Алроса, мы старались, в первую очередь, привести порядок в наши, скажем, все связано с детьми, да, это доп. Образование, секции, скажем, здания, сооружения, школы, садики. Вот мы за прошедшие 5 лет полностью за собственные средства все эти объекты привели в порядок. Полностью. Потому что я понимаю, что потом, когда время придет ремонта, вдруг у меня денег не будет свободных. Как я потом... А для меня, скажем, безопасность, комфортное место проведения детей, это, наверное, все-таки важно. Поэтому я считаю, что должна работать команда полностью. Соответственно, это экономисты, это производственники, это, скажем, строители. Мы должны каждую копейку четко с каждого угла рассматривать правильно. Экономика должна быть, она, наверное, все-таки правильная, по сути говоря. Вот случай был, наверное, начала 22 года. Андрей Владимирович проводил в январе месяце ВКС, представитель правительства. Я чуть позже подключился, слышу, что там какой-то негатив на Ленский район. Я спрашиваю, Андрей Владимирович, а что случилось? Вроде у меня все ровно, проблем нет, а какой-то, я чуть позже включился. В 2021 году федеральные органы первый раз стали выделять деньги на капремонт школ. Вот, говорит, все районы подали кучу заявок, а Ленский район спит. До сих пор ни одной заявки не подал. Плохо работаете, неэффективно. Я говорю, Андрей Владимирович, подожди, это кто, говорю? Мы не подали заявку на то, что мы там спим или плохо работаем. Мы не подали заявку, потому что нам нечего подавать. Он говорит, в каком смысле? Да, прямо у меня нет ни одной школы, которая требует сегодня капремонт. Даже в самой глухой деревне можно заехать, в самую дальнюю деревню, самая маленькая школа, она вся в идеальном состоянии. Хорошим ремонтом, хорошей мебелью, хорошим техническим оборудованием. У меня сегодня ни одна школа, ни одно подразделение не требует денег. Да, есть текущий ремонт, который мы ежегодно выделяем 360 тысяч на косметический ремонт, да, по сути говоря. Все, мы не доводим здание до состояния, когда потребуется там серьезный ремонт. Мы стараемся на стадии какое-то мелкого разрушения сразу навести порядок, отремонтировать и уже не давать дальнейшего разрушения. Соответственно, за счет таких вещей экономим наши бюджетные средства. Стараемся. В сегодняшний день, да, скажем, как бы сказать, мы, наверное, все-таки, я вынужден был первые 5 лет все работать в ручном режиме. Каждый проект залазить, это ли садики, или это школы, это ли наши сельхозпроизводства. Каждый год мне приносили бюджет каждого учреждения расписанный. Вот, скажем, если бюджет садика 45 миллионов, мне его расписывали до копейки, да, там зарплата, налоги, хозрасходы, там, питание, все. Я смотрел и определял, я говорю, ребята, давайте так. Потом приглашал руководителя учреждения, бухгалтер, говорил, хорошо, вот эту цифру объясните, зачем, если это, я считаю, что вот здесь достаточно вот этой суммы. Для чего заложили двойную сумму, с какой целью? Ну, вот они так, типа, на всякий пожарный, пусть будет. Вот, по сути говоря, мы первый год, наверное, в бюджете с этих целей сняли, как бы завышенных тарифов сняли где-то, ну, миллионов, наверное, 120-130.
с этих программ поснимали. И поэтому они даже это ничего не почувствовали. Поэтому мы стараемся материалы закупать, для каких-то определенных материалов стараемся закупать. Вот сейчас мы понимаем, что, я говорю, ребята, сегодня головная боль, вот, наверное, все-таки опять всех, наверное, руководителей районов, это учреждение, это наши подрядные организации, которые выходят на наши объекты. Да? Сегодняшний день у нас с вами не осталось. Если раньше это были госпредприятия, которые занимались стройкой, сегодняшний день это все частные предприятия, многие выходят на торги с одной авторучкой, с одной папкой, не имея ни, скажем, ни финансовых возможностей, не имея там ни кадровой возможности, ни специалистов, никого. Заходят на проекты, на наши стройки, на наши объекты, и это все заваливается. Потом из этого идет неосвоение средств вовремя. И, соответственно, идет уже падение каких-то определенных программ. Но, наверное, все-таки, наверное, финансы, ну, как бы, скажем, наверное, это больше командная работа. Это обязательно. Каждый человек, сначала, я думаю, что каждый руководитель учреждения должен реально посчитать необходимое, скажем, финансирование, потом прийти и нам доказать, а мы смотрим, насколько это эффективно или неэффективно. Может быть, я в районе выделяем 50 тысяч каждой семье мобилизованной или добровольцев. По сути говоря, мы держим на контроле, мы к каждой семье подходим индивидуально. Я не могу сегодня там рассматривать всех глобально, да, но сегодня, когда люди обращаются с заявлением, мы каждое заявление рассматриваем и стараемся полностью исполнить. Пока таких проблем у мобилизованных семей у нас в районе пока нету. На самом деле, все вопросы мы сразу автоматически решаем. Вот только поступило заявление, сразу рассматриваем и принимаем положительное решение. Если сегодня брать Ленский район, у меня сегодняшний день ушло на специальный военный операцию порядка 250 уже молодых людей, 250. Из них это 150 добровольцев. И 250 на местах ушло, 150 добровольцев. Последний добровольцы ушли. У меня 4 дня назад еще 11 человек добровольцев ушло. Сегодняшний день Ленский район, он самый большой показатель дает по показателям, наверное, все-таки это не то, что там мы кого-то заставляем идти, это именно больше всего добровольцев. У нас только 100 человек мобилизованных. Ну, это маленько радует, конечно. Я говорю, что и матерям, и женам говорю, приезжайте своих мужей, приезжайте своих братьев, сестер, этих, ну, по крайней мере, пока не пришла повестка, пусть побудут дома с семьей, позаниматься сельским хозяйством, заниматься своей семьей. Вопрос патриотизма, наверное, все-таки стоит опять очень жестко. Вот смотрите, началась специальная военная операция, сколько народу побежало с России, Казахстан, Грузия, отовсюду. И бежали тоже не старики, бежали все молодежь, которая с высшим образованием, с хорошим экономическим образованием, которые достаточно богатые, которые хорошо обеспечены. Побежали в первую очередь же они. В сентябре это было, да. Возвращался я с Южной Ньюи, там тоже моя предпоследняя агитация была перед выборами. Осень такая была жестко дождливая, я выезжаю и смотрю, 3 ребят стоят молодых. Я понимаю, что они, видно, собираются на Ленск, остановился. Куда на Ленск? Я говорю, ну, залазьте потихоньку. Спрашиваю, кто такие? Много студенты техникума. Что здесь делаете? Приехали на картошку, а и стоит поселок Южнина, это там поселок овощеводов. Приехали на уборку картофеля, ну, идут дожди, говорят, работы нету, поехали домой. Ну, я думаю, что 3 часа мне ехали, ну, да, с ними начинаю беседовать. Спрашиваю, чем занимается? Вот техникум, 3-й курс, хорошо, давайте, ребята, сейчас идет у нас с вами специальная военная операция. Что знаете про нее? Раз мужики, что знаете про специальную военную операцию? Тишина, говорит, слышали? Ну, так мельком слышали. А суть дела знаете? В чем вообще эта святая заваруха? Нет, не знаю. Луганск, Донецк. Слышали что-нибудь? Ну, так что-то по телевизору мельком слышали. Ну, ладно, хорошо. Не знаете, не знаете. Я говорю, давайте пробежимся по истории. Да? Кого, если вы что, пацаны молодые, мужики, кого помните мировых полководцев, да, известных таких, из мировых для начала? Молчать, я говорю, был такой Чингисхан, помните? Нет, не знаем. Был Тамерлан, не знаете. Александр Македонский, Ганнибал. Бесполезно. Ни один вопрос не ответили. Я говорю, хорошо, ребята, давайте, ладно, мировых не знаете, перейдем к российским известным полководцам. Кого, знаете, из российских, там, сухопутных, морских полководцев, хоть кого-то человека назовите мне одного. Я говорю, был такой Кутузов, наверное, помните, там, глазом закрытым с одним. Не помните? Нет, не помню. А про Суворова слышала?
И второй полководец в мире, который перешел Альпы с войском. Первый был Ганнибал, со слонами прошел, с армией. Второй Суворов, который Альпы покорил. Нет, не знаю, не слышали. А такие, как Наумов, Ушаков, Нахимов, Ушаков, может, тоже слышали? Который турецкий флот побили в свое время жестко. Нет, не знаю. Я уже начинаю заводиться, психовать. Я говорю, хорошо, ребята, давайте поближе возьмем 41-45 год. Вот я думаю, может, ваши там отцы и деды не могли не воевать, но прадеды 100% по материнской или по отцовской линии прадеды 100% воевали. Кого своих прадедов помните, знаете, наслышано? В семье о ком вы говорите? Хотя бы где воевал, там, ну, хотя там род войск приблизительно. Тишина такая. Я остановился. Идите пешком. Че, ну, как так можно? Вам уже по 19 лет, вы таких элементарных вещей не знаете. Высадил их, приехал 2 километра, остановился, дождался, опять залезли. Ребята, вы как собираетесь жить? Вы элементарных вещей не знаете. Спрашивают, сколько материков на земле? Самый простой вопрос. А что такое материки, спрашивают? Вот и все. Я все не понимаю. Я потом заехал и руководитель технику говорю, вы чему учите их? Я понимаю, что это точно наука и все что угодно, но это же они элементарных вещей не знают. Сегодня, да, сегодня у нас историю забросили, там книги печатали все, кому не лень. Сегодня даже и президент ставит вопрос, историческое воспитание, история, это обязательно. Ну, когда мы к этому вернемся? Вот сегодня мы с вами говорим, сегодня у нас, я говорю, сегодня, да, есть, у нас, если в стране нет патриотизма, да, я понимаю, что это сегодняшний день мы его похоронили, сегодняшний день воспитать за год, за два мы не сможем, это уйдет опять десятилетие воспитания. До 90-х годов таких вещей вообще не было. Там не было свои, чужие, мы всем останавливали, всем помогали. А вот эта вся ерундистика пошла после 90-х. Вот это именно неуважение, скажем, взаимовыручка все куда-то стало уходить. Но сейчас потихоньку, наверное, все-таки мы восстанавливаем. Фактически, наверное, у нас сегодняшний день, наверное, мой любимый, наверное, праздник, это, наверное, 9 мая, да, и, наверное, самая любимая акция, это бессмертный полк, где я понимаю, что люди идут уже не с-под палки, а идут уже от души, скажем, да, каждая семья, каждый идет, несут портрет своего деда, прадеда, там, отца, да, и мы понимаем, что это акция, на самом деле, она, вот, и, наверное, единственная настоящая акция, которую я, наверное, все-таки уважаю, и вся страна, и поднимать как единый народ, и мы идем, и вспоминаем, и поддерживаем своих, как бы, стариков, да, с памятью стариков, и, соответственно, это как бы объединять людей тоже достаточно неплохо. Моя задача главная была, как бы, вот это поднять уровень патриотизма, уровень уважения людей друг к другу, да, и понятно было, что за раз мы это, скажем, это мы с вами, скажем, наше поколение, мы выросли в советское время, да, мы были с самого начала октябрятами, потом пионерами, потом комсомольцами. И мы уже стали, уже, наверное, с молоком матери, патриотами рождались уже с молоком матери. Потом нас не надо агитировать, мы всегда были за свою страну, стеной стояли. А сегодняшний как молодежь привлечь. Хотя у меня случай был, по-моему, поселок Турухта, недалекий поселок, года 2 назад, я выездил с отчетом в марте месяце, и у меня там после отчета встает одна там уважаемая женщина, высший педагог, активная такая, говорит, в этом году вот у нас, говорит, после окончания учебного сезона выезжает директор школы. Будьте добры, перед сентябрем, чтобы у нас директор школы здесь был. Я смотрел, зал, поселок небольшой, но там школа полноценная. В основном в зале мужики, кто на охоте, кто на работе, пришли, в основном большинство женщин. Я говорю, уважаемая женщина, у вас у всех дети есть? Они говорят, ну да, конечно. Я говорю, не все взрослые? Они говорят, ну конечно, взрослые уже. Я говорю, не все с высшим образованием? Они говорят, ну практически все. Я говорю, хорошо, кто из них вернулся? Из ваших детей кто вернулся назад? Хоть один человек, покажите. Вы, когда ваш ребенок учился в институте, вы с ним разговор вели, что, сынок, вот ты сейчас закончишь институт, будь добр, вернись домой, у нас не хватает твоей специальности, поработай 2-3 года. Если тебе не создадут условия работы, зарплату, тогда ты можешь спокойно уехать. Но приедь, пожалуйста, поработай здесь, в деревне. Я говорю, кто из вас со своим ребенком такие разговоры ведет вас родителей? Хоть вы хотите, чтобы ваши дети остались там, у нас в Москве, Питере, Новосибирске, Красноярске, а чужие дети приехали к нам и занимались нашими детьми, что ли? Так не бывает. Давайте начнемте с себя. Давайте сегодняшний день отрабатывать с нашими детьми, которые учатся там, в сегодняшний день в институтах, в академиях, чтобы они после окончания возвращались домой. Наша задача создать комфортные условия жизни, дать зарплату. И, ну, а там уже, если их что-то не устроит, тогда же они могут через 5 лет сказать, ребята, вот обещали сделать, не сделали, потому мы уезжаем, да?
Поэтому надо начинать, я думаю, со своих детей. С каждой семьи, со своими детьми обращаться, разговаривать, договариваться. По-другому, и я думаю, что вот в моем понятии, вот, как скажем, любое образование, на то начальное, среднее профессиональное, выше должно быть 100% бесплатно, как в советское время. Оно должно быть 100% бесплатным. И студенты должны, как мы в наше время, направляться после института, ехать по направлению. Все же в советское время все ездили по направлению. И на Чукотку, и на Ямал, и в какую-то глухую деревню российскую, среднюю полосу. Ехали, молча отрабатывали, никто не спорил. Сказали: Бельман, ты поедешь на Колыму. Я ехал на Колыму, отрабатывал, но из тех 99%, кто уехал по направлению, никто оттуда потом не вернулся. Все остались там жить, работать, растить детей. Поэтому сегодня мое все-таки, я думаю, что система вот именно после окончания институтов, академии, именно, скажем, что студенты ехали по направлению, отрабатывали свой срок, это должно быть обязательно. Наша газета для семьи и о семье. Поэтому расскажите о вашей семье и о своих родителях. Знаете, я вырос в Казахстане, жил в степи, такой обычной сельской деревне. Семья у нас большая. Отец у меня очень рано умер. Мать осталась, и у нас 8 детей на руках у нее. Я-то после 10 лет учебы учился я, очень хорошо. Поступил в пединститут на спортфак. Но когда я ушел, потом отучился месяца 3, наверное, посмотрел, это не мое. Ушел в армию. После армии вернулся, в армию попал на БАМ. Работал на БАМе на стройке. Вернулся домой. Мы сидим с матерью вдвоем. Я говорю: мать, ты одна? Нас не вывезешь. Ну, нереально. 8 детей, времена тяжелые. Я говорю: поеду-ка я на Ям. Раз я на БАМе служил, поеду, поработаю года 3-4 на Яме, помогу тебе. Ну, приехал по путевке комсомольской в Беркакит, в Нерюнгри, пошел в обком, мне говорят: Рамазан Клыч, не получится. Стройку заморозили. Пока чего буду делать, не знаю, ребята, на завтра уехать не могу. Вот они мне дали направление в Чурманскую автобазу водителем. Я пошел водителем, отработал месяц, полгода там, попал сюда, в Ленск, в командировку. И вот с тех пор, уже 34 года живу в Ленске. Но факт то, что да, в принципе, семью братьев, сестер поднял. Я, вот, наверное, в Ленске, наверное, один из первых бизнесменов, когда возможность стала заниматься частным бизнесом, я, наверное, из первых занялся частным бизнесом. Ну, достаточно серьезное предприятие у нас, которое существует на рынке тоже 3-4 года. Предприятие «Арман» существует на сегодняшний день. Занимается строительством дорог, мостов. Вот у меня 2 братьев и сестренка со мной в Ленске давно уже, а 4, еще 3, там братишка, 2 сестры живут в Казахстане. Ну, в Казахстане часто бываю. Ну, семья, наверное, все-таки, важна. Для нас всегда важна семья, потому что мы всегда, я всем объясняю, когда мне говорят, что, вот, наверное, вот, когда что-то случается, вот говорят: виновата школа, улица, да, все что угодно. Я говорю: нет, ребята, в первую очередь всегда ответственна семья. Если ребенком семья занимается, ребенок воспитанием его, то значит ребенок никогда по жизни не будет плохим человеком. Если семья ребенка внимания практически не уделяет, соответственно, ребенок живет своей жизнью. Тогда он уже питается, уже, наверное, берет что-то интересное уже с улицы, со школы, отовсюду, где угодно. Поэтому семья, для меня, наверное, самое главное, это всегда была семья. Потому, как сказать, вот, мне уже 61 год. Я понимаю, что вот мне, наверное, все-таки в жизни как-то повезло. Я сам состоялся как человек, состоялся как бизнесмен. Достаточно, я самодостаточный человек. Когда меня спрашивают: Бельманов, вот, как, по старости говорим про пенсию, там, содержание. Я: ребята, моя старость, говорю, моя пенсия, говорю, это мои дети. Я всем говорю: наша пенсия должна быть наши дети. Вот мы сегодня вкладываем детей, развиваем детей, учим детей, воспитываем детей. И потом от того, какими мы людьми их сделаем, зависит, как они будут к нам относиться, да? Это самое главное. Семья, наверное, как для вас, для меня, для всех людей главное это семья. Соответственно, понимаешь, общество, конечно, мы должны даже
Есть такое выражение, наверное, относись к людям так, как ты хотел, чтобы люди относились к тебе, да, по сути говоря. Поэтому сегодня я тоже говорю, как-то был случай давно. У меня ребята мои приехали из Зимника, ну, водители мои армановские. Я еще на предприятии работал директором. И встречаю одного старого друга водителя. Я сам 9 лет ходил в рейсы, еще по молодости работал водителем. Он говорит: Жумар, ты был на Зимнике, тоже говорит, колесо поднять не могу. Ты говорит, проехали мимо твои ребята, они остановились. Я говорю: Коля, не может быть такое, что мои ребята не остановились, такое не может быть. Ребята все свернулись, я их собрал. Ребята, вот вчера, говорю, Николай Буслаев заходил, мой хороший друг. Был на Зимнике, вы мимо него проехали, он махал, вы не остановились. И мой племянник говорит, заявляет, что дядя, а что толку? Нам тоже никто не ставит, почему мы должны останавливаться? Я говорю: подожди. Так не бывает. Если кто-то плохой человек, почему ты должен быть плохим человеком? Тебе не остановили, значит ты должен остановиться. А если у человека просто какой-то мелкий инфаркт, может еще что-то случилось, просто надо на 5 минут остановиться, помочь, и все было хорошо. Ну и все, конечно, и втык получили, после этого больше таких случаев не было. А ваша семья? Своя семья? Ну, у меня дочь растет, приемный сын. Но они достаточно, дочь у меня самой в Ленске, супруга тоже в Ленске. Ну, дочь у меня умница, она закончила тоже Новосибирский университет экономики и управления, работает на предприятии у нас финансистом, бухгалтером, экономистом. Ну, достаточно серьезный ребенок, с хорошим богатым знанием. Также братья у меня со мной, сестры со мной, ну, все заняты. Все работают, и как-то особо я себе голову не ломаю. И насколько сильная семья, такое сильное общество, по сути говоря. Поэтому я думаю, что вот именно благосостояние каждой семьи, для меня, как для главы района, она тоже очень важна, чтобы семья была достаточно, чтобы она там не искала там копейки на хлеб, на питание, там, не искала там копейки на обучение детей, да, это должно быть все-таки. Мы должны об этом заботиться в первую очередь, создать рабочие места, дать хорошую зарплату, заниматься воспитанием детей, заниматься их досугом. Ну, содержательное у нас интервью получилось обо всем. Успехов вам и удачи. Спасибо большое.